10 октября в Коми официально прекращается навигация. Несмотря на это, все речные переправы будут работать, пока позволят погодные условия, заявили на Минпроме республики. Кроме Анапской, переправа в Карткировском районе не функционирует с 1 октября. Жители Керосала, Барома, Эжела, Урьёля и ряда усть-куломских населенных пунктов фактически отрезаны от остального мира. Неудивительно, что после закрытия переправы сельчане забили тревогу и написали письмо в Общественную палату Коми. Подробнее Евгений Ракин. Для жителей того берега реки эта переправа не является единственной связью с Большой землей. До Кироса можно доехать и через Усть-Куломский район, сделав 100-километровый крюк, либо через поселок Усть-Локчим. Однако эти подъезды существуют разве что на карте, чем в действительности. В распутицу по этим дорогам не проехать. У жителей Кироса больше нет выбора. С 1 октября буксирный теплоход вместе с паромом стоят на приколе. Сейчас ни на ту сторону реки, ни с той стороны не переправиться. Жизнь же не остановишь, надо людям куда-то зубы лечить, ехать, там, диагностику, еще куда-то. Студентам надо за теплой одеждой приехать. Вот, в командировку надо ехать. Вот, а перспектива ехать через Усть-Кулом, она очень такая, как бы, тяжелая, потому что расстояние очень большое, дорога страшная. Вот, и одним днем ни одну проблему нигде не решишь, ни в Карткиросе, ни в Сыктывкаре. У нас это ежегодная проблема. Транспортная прокуратура, она все равно ничего не сделает, нам не откроет это. Люди тоже уголовной ответственности не могут найти. Надо что-нибудь, какой-нибудь, это самое, найти, другой выход какой-то. Такое настроение может быть, если дороги нету. Через Усть-Кулом 130 километров ехать в обход, в объезд. Нам двойную зарплату никто не платит. Пообщаться с речниками нам не удалось. Завидев камеру, работники переправы скрылись в трюме катера. Деятельность перевозчика уже попала под внимание надзорных органов. По результатам проверки Сыктывкарская транспортная прокуратура выявила грубейшее нарушение правил пожарной безопасности и перевозки людей. Кроме того, бюджетное учреждение «Стройсервис» оказывало эти услуги без соответствующей лицензии. В связи с этим прокуратурой в Карткировский районный суд было направлено исковое заявление. В настоящее время оно рассмотрено. Судом вынесено решение, которым запрещено осуществление перевозки пассажиров на данных судах в отсутствии лицензии. Кроме того, прокуратурой были направлены материалы о наличии признаков преступления в Сыктывкарский следственный отдел на транспорте. В настоящее время им возбуждено уголовное дело по статье 238 части 1, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. И в настоящее время по нему проводится предварительное расследование. Все обстоятельства, однако, не мешали Карткировскому бюджетному предприятию перевозить людей по завышенной стоимости. По результатам проверки другого надзорного ведомства, антимонопольной службы Коми, тарифы на услуги Анапской переправы почти вдвое превышали утвержденные уполномоченными органами. Впрочем, гораздо важнее сейчас не только найти и наказать виновных, но и решить проблему. Хотя сделать это надо было уже давно, не дожидаясь очередного вмешательства надзорных органов. Ведь для карткировских чиновников эта проблема не нова. С ней муниципалитет сталкивается ежегодно. Я как член общественной палаты, у меня возникает такой вопрос. Все время говорят, что нет денег на приобретение там, нового парома, на то, чтобы войти в какую-то, подготовить программу. А может вопрос совершенно в другом? Может нужно обращаться все-таки в контролирующие органы, чтобы смотрели по эффективности использования денежных средств муниципальных образований. Ведь вот, может быть, не надо было строить площадки под пилетные заводы, один 12 миллионов, второй 50 с лишним миллионов, под заводы пилетные, которые не существуют и возможно, не будут существовать. И вот они 2 года стоят. Так, может быть, эти деньги надо было как раз направить на приобретение парома вот в эту Анапскую переправу. Фактически, здешняя переправа решает вопрос транспортного сообщения 2 муниципальных районов – Карткировского и Усть-Куломского. Но финансовое участие последнего маловероятно. Бюджетное законодательство запрещает нецелевое расходование средств. В одиночку же Карткировская казна с ее многомиллионными долгами вряд ли потянет эту ношу. Вся надежда на помощь республике. И она будет, заверили в Минпроме Коми. В региональном правительстве изучили 3 варианта решения проблемы. Думали, выкупить ли плавсредства у лесопромышленного предприятия, которое не так давно прекратило лесосплав по вычегде, или заказать новый паром. Посчитали, оказалось, это чересчур затратно. В результате остановились на 3-м, наиболее эффективном варианте. По большому счету решения в каждом направлении уже приняты. Значит, Карткировский район объявляет конкурс. Мы очень надеемся, что компания, которая занималась перевозкой пассажиров в городе Сыктывкаре,
встанет туда и будет осуществлять эту переправу. Уже все есть для того, чтобы перемещаться, значит, на Вычегде в районе Анеба. И с приходом вот этого наплавного моста в город Сыктывкар как раз один из паромов освобождается. Я думаю, что это будет самое правильное решение. Таким образом, уже со следующей навигации Анебскую переправу будет обслуживать сыктывкарское предприятие. Тот паром, который прежде обслуживал жителей столичного Заречья, но стал неактуален с установкой новой сыктывкарской понтонной переправы. Но как же быть жителям Кироса и Анеба сейчас? Ведь даже если ездить в объезд, не все имеют собственный автотранспорт, а автобусное сообщение с Киросом приостановлено. Сейчас карткиросские власти пытаются договориться с перевозчиками по ту сторону реки, чтобы организовать регулярные рейсы хотя бы от Кироса до Усть-Кулома. Но частники не особо-то хотят гробить свой транспорт по бездорожью. Как бы то ни было, у тысячного населения по ту сторону Вычегды иного выхода нет, кроме как ждать ледостава. Евгений Ракин, Иван Богомолов об итогах давней проблемы, которую можно было решить до того, пока не грянул гром.